средство для укладки Белла Флекс – это новая свобода наших волос. Велла, вы великолепны. Еда – это наслаждение. Наслаждение вкусом. Но каждый раз после еды возникает опасность кариеса. Bu sefer şey gidelim. Ama karın takı mı diye?
Ага, снимать надо, снимать, коллеги, мамочка, это такое, куда же снимать надо? Шамбеки, я Obrigada. É tchau, Bruno. Tchau, Bruno. Каждую неделю на российском телеканале смотрите развлекательную программу «Сам себе режиссер». Все чудеса домашнего видео, очарование выставок попугая и приключения ученой-обезьяны. По закону России о гражданстве, статья 19, так? Ходатайства о гражданстве России подаются по месту прописки в России в местные органы власти. Так? Нет, ну вы со мной спорите или с законом России о гражданстве? Так? Значит, эти дела решает, естественно, не милиция, как и здесь мы не решаем это дело, так? Это решает комиссия по вопросам гражданства при президенте России. Если вы согласны, значит, ждать, мы готовы оформить на вас или на вашу родственницу документы, так, соответствующие, и направить их в комиссию при президенте. Так? Но сразу говорю, что это надо придется ждать примерно около года. Хорошо. Или даже более того. Ведь земля и гражданство, ведь, где жить, где работать, где гражданство, это разные вещи. Для вас важно то, что в России вы получите пенсию при наличии у вас таджикского гражданства. Пенсия вам будет обеспечена. Прописка у сына тоже обеспечена. Остается только моральный вопрос. Принадлежность вас к России. У нас отец был белорус, герой Советского Союза, Шуман Александр Иванович. Вот я переписывалась с Федором, дважды героем Советского Союза. Вот здесь у меня вот книга есть. Вот книга про нашего отца написана. «Лесные солдаты» Михаила Глазка. А я, может быть, даже читал да, эту книгу. Вот, смотрите, вот здесь вот написано. Популярно. В эти дни отряд понес еще одну потерю. Геройски погиб Шуман Александр Иванович, ему было 26 лет. Вот мои дети Шуманы. Шуман Александр, Шуман Алексей. Отец у нас герой Советского Союза. Вот, пожалуйста, его фотографии вот здесь, вот, понимаете, все. Вот они у меня национальность взяли по дедушке белорусу, а я украинка. Когда я у Сенкевича была на приеме, 1,5 года тому назад вопрос не решался, что не будет мне дано гражданство.
А сегодня я пришла за 1,5 года получить. Уже люди, которые месяц записались, получают гражданство, без очереди их пропускают. А меня сегодня не дали. Говорят, у вас корни украинские, мы вам не дадим. Вы, как человек, родившийся на Украине, имеете преимущественное право именно на эту республику, на ее гражданство, да? А не на киргизскую, там, скажем, грузинскую или, скажем, или российскую. И Ельцин говорил, что все россияне не будут оставлены, все русскоязычное население не будет оставлено за пределами России. Все русскоязычное население получит гражданство. Да, я украинка. Ну что теперь? Вот, пожалуйста, я украинка, теперь мой сын там. Здесь вот осталось у меня единственный сын, я не могу к нему поехать. Это Но как нет, называется? поехать вы можете в любой момент. Ну дайте мне гражданство. Кто же вас остановит? Естественно, вы имеете право подать ходатайство, значит, на президента Ельцина с объяснением, почему вы не желаете гражданства не собственной земли Украины, не Белоруссии, где сложил голову ваш муж, а именно России в данный момент. Для России все, кто не имеет гражданства России, иностранец. Это понятно. Теоретически это правильно совершенно, так? Досье, там, гражданство, вопросы гражданства, так? Я сошлюсь на статью. Коллекция Первого канала представляет Роберта Де Ниро в триллере Мартина Скорсезе «Мыс страха». Победа любит тех, кто привык бороться за место под солнцем. Осиливший дорогу никогда не успокоится в кресле у камина, а искатели приключений всегда найдут их на свою голову. Ведь только дорога и только опасность подарят отважным целый остров сокровищ. Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер и Дэнни Девито в приключенческой комедии «Жемчужина Нила».
все, они барахлы. Оказывается, сказали только то от Кирами. Им же деньги надо, а у меня нет. Тебе надо отдельно жить. А Да. что с ними, а? Ой, да не надо, ради бога, меня. А там с новыми товарами, вот которые товар, есть, которые вот, Если что. вы на этот, на Лукутин, который выгоняли. Идите на канатную дорогу, транспорт не налажен. Что мы здесь на земле впереди, что мы там. Теперь, почему нельзя так сказать? Потрясающе, невероятно, но это так. Вы увеличили главный приз с 10 до 25 тысяч долларов. Вот это шанс! Я думаю, сейчас вас просто лихорадит от желания найти золотую подушку. Найдите ее в пачках Симрол без сахара, позвоните по этому телефону и пусть вам повезет! Пусть! Здравствуйте. На телеканале «Россия» программа «Вести» с получасовым обзором новостей. Сегодняшний день президент России проводит в подготовке к официальному визиту в Швецию. Накануне Борис Ельцин заявил о необходимости вывести российско-шведские связи на принципиально новый уровень. Как стало известно, сегодня на прошедших в воскресенье выборах главы Республики Коми убедительную победу одержал нынешний руководитель республики Юрий Спиридонов. Сегодня патриарх Московский всея Руси Алексей II обратился к президенту, премьер-министру, главам обеих палат парламента и московскому мэру не остаться безучастными к оскорблению религиозных чувств своего народа. Обращение прозвучало в связи с демонстрацией фильма «Последнее искушение Христа» на телеканале НТВ. Сегодня в Душанбе прибыл спецрейсом самолет национальной французской авиакомпании. Он должен доставить на родину гроб с телом погибшей сотрудницы миссии управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Карин Ман. Сегодня отмечается Всемирный день по борьбе со СПИДом.